безумные поступки ради любви? Какое стихотворение о любви вы помните наизусть? Опишите, что такое любовь одним словом. Мы хотим знать! Какое стихотворение о любви вы помните наизусть? Симонов, жди меня, и я вернусь, только очень жди. Это уже из поколения в поколение, это во время войны это читали постоянно эти стихи, самые популярные были стихи. По-моему, вот это самое, мне кажется, это классика, это вот лицо любви. Жди меня, и я вернусь. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилось ты, как мимолетное видение, как день чистой красоты. Я помню наизусть у Маяковского «Лилечку», там, где он признавался в любви Лиле, но при этом он говорил, что наша любовь обречена. То есть я для тебя лишь тяжкий груз. Я вас любил, любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Стихотворение Пушкина. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Нужны ли безумные поступки ради любви? Нужны, я думаю. А какие? Ну, не знаю. Вот, допустим, можно прилететь на вертолете к девушке с цветами и с конфетами. Ну, как бы безумное, но не очень. Как бы не, как сказать, чтобы не вредили здоровью. Вот самое главное. Степень безумства, чтобы не зашкаливала. Я думаю, что любовь любовью, но человек должен думать, какие будут последствия от этих безумных поступков. А какие поступки могут быть безумными? Ну, например, есть же такое, что люди режут себе вены из-за любви. Я против таких поступков. Они, наверное, всегда нужны. Любовь, потому что к родине, к маме, к любимому человеку. А какие безумные поступки нужны? Ради Родины безумные подвиги. Ради любви. Ради любви. Да, неожиданная поездка, это тоже в какой-то степени может быть безумием, потому что это выбивается из твоей повседневной жизни. Не знаю, ну какие-то безумные, которые моментально возникают, даже не думаешь, что их надо совершить. А совершишь ради любого любимого человека, конечно, нужно обязательно. Но ведь любовь, она не только ведь, например, к мужчине, и к дочери, к детям, так ведь? Да. Конечно, как не нужны безумные поступки. Например, дорогую шубу дочери купить, это тоже безумный поступок. Или наоборот, дочь мне купит хорошую шубу, тоже безумный поступок. Безумные поступки ради любви нужно, так сказать, ко всему относиться с умом. И к любви тоже, так сказать, использовать опыт предков и, как говорится, думать, прежде чем что-то делать, в любом случае. Потому что можно дров наломать, а потом от которых, как говорится, никакой любви не получится. Опишите, что такое любовь одним словом. Любовь – это забота. Доверие, я думаю. Яркая звезда, наверное. Ну, это, наверное, счастье. Наверное, для меня это самоотдача любимому человеку. Себя, всю, полностью. По-другому я ее не понимаю. Нет, нельзя это одним словом. Ну, любовь, это, мне кажется, это в первую очередь дети, ребенок. Знаешь, ради кого и ради чего жить. Чувство. Безумие, одним словом. Это безумие, это какая-то химическая реакция, которая Богу только известная.